Всем привет! Цель моего видео – рассказать вам, какие службы доставки есть в Алматы и по Казахстану. Рассказать, что такое своя доставка, в чем разница между агрегаторами и логистическими компаниями, а также их нюансы. За период пандемии привычки пользователей поменялись. ТРЦ были закрыты более 2 месяцев, базары, а также маленькие магазины. Все эти моменты привели к тому, что клиенты начали больше заказывать онлайн. И это привело к росту логистических компаний по Казахстану. COVID-19 полностью поменял то, как мы смотрим на логистику. И многие магазины перешли из офлайна в онлайн. Им пришлось нанимать курьеров, либо находить неких агрегаторов, которые бы доставляли их продукты пользователям домой. Ведь на протяжении больше 2 месяцев пользователи были на карантине и не могли выходить из дома. Более того, смягчение карантинных мер не повлияло на рост офлайновых продаж, потому что были жесткие меры от акиматов по поводу того, как и в какое время должны работать магазины, ТРЦ, базары и обычные магазины у дома. На рынке существует 2 модели доставки. Первая модель, когда доставляют ваши курьеры и ваша логистическая компания. И вторая модель, когда вы пользуетесь услугами агрегаторов. Давайте определим, в каких случаях можно открывать свою службу доставки. Во-первых, если вы хотите контролировать весь процесс сами, от того момента, когда пользователь оформляет заказ в вашем приложении, сайте или Instagram-странице, до финального момента, когда пользователь получает заказ через вашего курьера. И, конечно же, вторая причина, потому что вы верите или считаете правильным, что сможете сделать доставку дешевле, эффективнее, лучше, чем то, что предлагает рынок. Преимущество своей доставки в контроле курьеров, в том, что они говорят, как они говорят вашим покупателям. И, конечно же, то, что вы можете позвонить покупателю и спросить, понравился ли им этот опыт. Но есть свои недостатки. Основным недостатком является то, что создание собственного штата курьеров – это дорогостоящий процесс. Вам необходимо будет нанимать людей, их обучать, их одевать. И это же, конечно, требует ваших усилий, ресурсов и времени. Так как же нанимать быстро и эффективно курьеров? Моя рекомендация – обратиться в первую очередь в OLX. Это самый дешевый и быстрый способ поиска и найма курьеров. По поводу обучения, моя рекомендация – приготовить готовые скрипты для каждого случая, для того, чтобы курьеры могли их заучить и проговаривать пользователю при необходимости. Касательно зарплаты курьеров, курьер, отработавший 5 дней в неделю в течение месяца, будет ожидать получить ее в размере от 150 до 350 тысяч тенге. Конечно же, варьируется от того, на машине он или нет. Курьеры, которые ездят на велосипедах или мопедах, получают меньше суммы денег. Если вы посчитали, что запуск собственной службы доставки не для вас, вы можете обратиться к услугам агрегаторов. На рынке можно выделить 3 основные группы агрегаторов. Первая группа самая малочисленная, но которая родилась в период карантина. Это курьеры или группы курьеров, которые, объединившись, предлагают собственные услуги маленьким магазинам. Вторая группа – это агрегаторы служб доставки. На рынке Казахстана на сегодняшний день работают ровно 4. Первый – Чокофуд, Глово, Вольт, Яндекс.Еда. 2 из 4 агрегаторов предоставляют услуги доставки не только еды, но также широкий ассортимент других категорий. Третья группа – логистические компании, заточенные на доставку всего, включая крупногабаритных поставок и заканчивая мелкогабаритными конвертами. Они очень сильно заточены на доставку межгород. В чем же отличие агрегатора от логистических компаний? Первым отличием является то, что агрегатор также генерит вам дополнительный приток заказов, так как только вы появляетесь у агрегаторов в приложении, тысячи и десятки тысяч пользователей в моменте могут оказаться вашими клиентами. Как только агрегатор выставляет вас у себя на платформе, пользователи, увидев вас, смогут не только заказать вашу продукцию,
но также курьеры агрегатора смогут довести эту продукцию до конечного потребителя. Вторым отличием агрегатора от логистической компании является то, что у агрегаторов есть четкие ограничения по весу доставки или по объемному весу. К примеру, что большинство агрегаторов и их курьеры передвигаются на мопедах или велосипедах, имея за спиной термосумку. Соответственно, любая продукция, которую они могут перевозить, должна упаковываться в свой рюкзак. Большинство агрегаторов говорят, что они готовы возить любую продукцию не больше 10 килограммов в весе, и объемный вес должен соответствовать размеру коробки, либо размеру 40 на 30 на 20 – это как раз-таки размеры термосумки. В противном же случае логистические компании могут возить товары любого веса, любого объемного веса, так как у них имеются как и маленькие машины, так и большие фуры. В случае с логистическими компаниями они готовы возить все товары, начиная от малогабаритных в виде конвертов, заканчивая крупногабаритными товарами в виде одежды, техники. Почему? Потому что у них имеется грузовой транспорт, который может это осуществить. Во всех случаях курьер агрегатора или логистической компании приезжает к вам, подписывает документы о том, что товар забрал, и отвозит товар пользователю. В обоих случаях вы будете получать апдейт по статусам в моменте, когда курьер передаст заказ пользователю. Прием платежей. В случае работы с агрегаторами агрегатор сам несет расходы за прием платежей. Как только вы появляетесь в приложении агрегатора, там появляется иконка «Оплатить банковской картой». Все агрегаторы имеют эту функцию. Пользователь, который хочет оформить заказ онлайн, прикрепляет либо заводит эту карту и оплачивает банковской картой. В этом случае курьер агрегатора приезжает к вам, уведомляет вас о том, что заказ онлайн, не оплачивает заказ и отвозит пользователю. В данном случае вы не несете никаких расходов. В случае с логистической компанией вам придется на собственном сайте либо в приложении внедрить систему оплаты. Но не стоит забывать, что доля наличных оплат все еще высока. Пользователи все еще предпочитают оплачивать заказы наличным способом. Тарифы доставок. Пользователь готов платить от 500 тенге до 1000, если ему заказ привезут в течение 30 минут до 2 часов. Стоимость снижается с увеличением времени доставки. Конечно, это упрощенная математика, которая дает понять, насколько готов пользователь ждать в сравнении со стоимостью доставки. Касательно упаковки товара. Курьеры агрегаторов и логистические компании забирают в таком виде товар, в котором вы его предоставите. Это может быть готовые пакеты, это может быть готовая укомплектованная коробка, которая запечатана. В любом случае, курьер после принятия заказа несет полную материальную ответственность за товар, который он у вас забрал, до момента передачи этого товара клиенту. Упаковка может быть как картонной, так и бумажной. Если курьер агрегатора или логистической компании вдруг потерял или повредил вашу посылку, то агрегатор или логистическая компания полностью покрывают расходы стоимости данной продукции. В случае, если пользователь хочет вернуть товар, то вы можете воспользоваться услугами логистической компании или агрегатора. В том случае курьер приедет к пользователю, заберет заказ и вернет к вам на склад либо в магазин. Для вас это будет стоить тех же самых денег, что для пользователя было оформление данного заказа.